Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия была образована в 1989 году. Главной ее целью было возрождение этих народов. С тех пор ассоциация стала их защитой и опорой во всех сферах жизни. С момента ее организации президентом был Андрей Васильевич Кривошапкин, народный писатель, почетный гражданин республики. Под его руководством ассоциация прочно встала на ноги, заслужила признание среди всех северных народов, проживающих в России. Но рано или поздно все меняется, происходит смена поколений. И на 8-м съезде коренных малочисленных народов Севера Якутии, который состоялся в 2023 году, большинством делегатов был избран новый президент ассоциации Константин Васильевич Роббик, с которым мы встретились и побеседовали. Скажите, для вас это было неожиданно, что вас избрали президентом ассоциации? Ну, с одной стороны, неожиданность, с другой стороны, я очень долго работал бок о бок с Андреем Васильевичем Кривошапкиным, и многие еще, как мне потом сказали, еще тогда, в те годы, видели меня, что в последующем я буду преемником Андрея Васильевича Кривошапкина. Это было, с одной стороны, неожиданность, с другой стороны, как бы приятно, и то, что я получил поддержку людей, с которыми даже практически, может быть, даже и не плотно общался, и не но тем не менее, увидев поддержку, я уже как бы не имел права отказаться, потому что это то, что заложено нашими предшественниками, нашими старейшинами сейчас уже, которых, к сожалению, многих из них уже нету с нами, но тем не менее они заложили основу этого общественного движения, которое мы сейчас стараемся с честью нести. Вот с чего вы начали свою работу? Самое первое, это, конечно, документация, скажем так, потому что после съезда предстояло все это юридически оформить, получить регистрацию управления Министерства юстиции, наладить взаимоотношения с министерствами, с ведомствами, в том числе на федеральном уровне, потому что, скажем так, все привыкли видеть Андрея Васильевича, и потом, чтобы они поняли, что идет процесс смены поколений, чтобы они переключились на новое руководство, мы с Ольгой Федоровной, с Вячеславом Ивановичем Шадриным продолжаем эту деятельность. Самое первое, конечно, организационное, то есть документы достаточно долго проходят, скажем так, непростой путь. Да, конечно, это начало работы нового дела всегда непросто. И вообще, что сделано ассоциацией за этот год? Скажем так, есть определенная, может быть, не рутинная, но та повседневная деятельность ассоциации, деятельность наших этнических ассоциаций, то есть заседания координационного совета, какие-то мероприятия. У нас за 35 лет сложились, скажем так, определенный календарь мероприятий, которые мы последовательно, ежегодно проводим, ежегодно участвуем в каких-то мероприятиях. Главное было поддержать, чтобы не было обрушения, чтобы, скажем так, ассоциация последовательно действовала так, как ранее. Но с другой стороны, скажем, были определенные новшества. В феврале месяце, в начале февраля нам удалось при поддержке Всероссийской ассоциации, ее президента Григория Петровича Литкова, провести круглый стол под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации в городе Якутске, посвященном проблемным вопросам реализации прав коренных малочисленных народов Севера. Там, в первую очередь, конечно, у нас сейчас один из самых острых вопросов – это вопрос взаимодействия с промышленниками. И практически все вопросы, которые там прозвучали, это был вопрос взаимодействия с промышленными компаниями. И многие из них были взяты на заметку Генеральной прокуратурой, и органами прокуратуры была проведена проверка деятельности некоторых недобросовестных недропользователей. Кроме того, удалось в начале года провести
встречу с главой Республики Саха-Якутия, обсудить основные проблемные вопросы, что касается и деятельности ассоциации, и вообще социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера. Все это также происходило с участием нашего российского, скажем так, президента Российской ассоциации Литкова Григория Петровича. И основные моменты вот этого соглашения или вот этой встречи? Ну, Арсений Сергеевич, во-первых, скажем так, сразу обозначил, что он поддерживает то волеизъявление коренных малочисленных народов Севера, делегатов, которые избрали меня своим президентом. И с одной стороны, он подчеркнул, что все те решения, он как руководитель региона, как руководитель высший руководитель исполнительных органов власти, что он не будет вмешиваться в деятельность общественной организации. И со своей стороны, как это было все, скажем, прошедшие годы при Арсении Сергеевиче, он пообещал, что будет твердая поддержка со стороны руководства республики и будет проводиться та же самая взвешенная государственная нацполитика в отношении коренных малочисленных народов Севера. Это был самый главный итог этой встречи. Ну, главное, конечно, обещание поддержки, это много значит. Так, а еще вот эти мероприятия прошли, а еще что интересного, вот почти год прошло. Да, с одной стороны, так получилось, что весной этого, когда у нас проходят основные мероприятия, так получилось, что не были заложены финансовые средства на проведение наших мероприятий некоторых. Потому что весной мы проводили съезд Овенков очередной, проводили съезд Чукчей в селе Колымское. И вот благодаря взаимодействию с нашей известной промышленной компанией «Алроса» нам удалось изыскать определенные средства для того, чтобы, скажем так, организационные, финансовые моменты какие-то урегулировать по этим съездам. То есть были такие сложности. Хорошо, что нашей ассоциации были возможности, и мы помогли в проведении этих мероприятий. Помимо этого, мы также профинансировали, скажем так, участие наших мастериц, наших коллективов во всероссийской выставке ярмарки «Сокровища Севера», которая также проводится на ежегодной основе. И то есть такие серьезные мероприятия были проведены. Кроме того, мы сейчас на российском уровне ведется большая работа по подготовке к Всероссийскому съезду коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который пройдет в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа в конце марта 2025 года. Там тоже были определенные сложные моменты, потому что мы до сих пор сейчас разговариваем и по проезду делегатов, по проживанию, по количеству делегатов и по тем критериям, по которым будут отбираться эти делегаты. Сейчас мы уже получили определенную ясность, не во всех вопросах, но определенная ясность есть. Надеемся, что и республика с своей стороны окажет помощь, и мы достойно представим на Всероссийском съезде наших коренных малочисленных народов Севера республики. Совсем скоро, в декабре этого года, ассоциации исполняется 35 лет со дня ее организации. С чем же она встретит эту знаменательную дату? У нас на декабрь месяц, опять же, это уже, наверное, традиция, да, в прошлом году у нас большие мероприятия были, в этом году также намечены большие мероприятия. К примеру, в декабре все это в рамках единого плана пройдет съезд Эвенов России, то есть с участием 5-6 субъектов. Пока 5 точно заявились, там, где проживают представители венского народа, и, возможно, будут в качестве, скажем так, наблюдателей, представителей других субъектов. Потому что дальневосточные регионы выразили желание приехать, посмотреть, как проводится у нас съезд венского народа. Кроме того, состоится наш республиканский съезд Эвенов, на котором также будут обсуждаться те вопросы, которые стоят перед представителями венского народа. В первую очередь, конечно, там два больших пласта, на которым вены постоянно заостряют внимание. Это сохранение родных языков
и вопросы сохранения традиционной хозяйственной деятельности. Ну, в первую очередь, оленеводство. Ну, это вопрос не только эвенов, а и всех Безусловно. коренных народов Севера. Ага, это такие большие вопросы, конечно. Я хотела бы узнать, вот ассоциация какую работу вообще проводит с этническими ассоциациями? Во главу угла вообще что вы ставите в этой работе? Ну, еще с тех пор, когда вот Андрей Васильевич возглавлял ассоциацию, мы много общались на эту тему. И я вот прекрасно знаю его позицию с тем, чтобы дать возможность этническим ассоциациям самовыражаться, скажем, с тем, чтобы у них был определенный свой план, по которому бы они действовали. И, ну, а со стороны республиканской ассоциации, конечно, всемирная помощь, поддержка и участие в их мероприятиях. То есть мы стараемся придерживаться этой линии, мы стараемся, чтобы у них были свои планы, мы стараемся работать с органами власти, с другими, с муниципальными органами, с тем, чтобы нашим этническим ассоциациям оказывалась помощь и поддержка в проведении их деятельности. Безусловно, мы все работаем с учетом планов друг друга, потому что у нас есть планы этнических ассоциаций, есть сводный общий план республиканской ассоциации на год, по которому мы все работаем. Константин Васильевич, а вы сами вот как себя ощущаете в этой роли в новой? Ну, скажем так, с одной стороны, эта роль мне знакома, потому что, ну, практически, скажем, ассоциация для чего была создана? Для того, чтобы отстаивать, защищать интересы и права коренных народов Севера. И вот работая в должности уполномоченного по правам коренных, ну, практически на государственном уровне, да, то есть я занимался практически тем же самым. Безусловно, есть большой пласт общественной деятельности, которым, скажем, своей деятельностью уполномоченного я не занимался. Но, с одной стороны, поддержка вот делегатов на съезде свидетельствует о том, что все-таки, наверное, определенное доверие, действуя в должности уполномоченного, я получил со стороны северян. И, скажем так, этот кредит доверия, да, который был мне оказан, я должен как-то подтверждать. И, безусловно, есть определенные сложности, потому что я в двух ролях. То есть, соответственно, если я мог, допустим, как уполномоченный, ну, скажем так, в каких-то мероприятиях принимать участие, где-то, может быть, но как президент ассоциации я обязан максимально стараться принимать участие во всех мероприятиях наших, чтобы показать, что ассоциация есть, что она поддерживает эти мероприятия, проводит эти мероприятия. И определенно чуть-чуть больше нагрузки, скажем, стало. Ну, раз уж мы коснулись вашей второй стороны деятельности уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера, немножко вот об этом скажите, что конкретно вот сделано, чтобы как-то защитить? Какие-то проблемы разрешились или наоборот остались? Скажем так, есть определенный пласт проблем, которые, ну, к сожалению, не решаются. И это происходит не по, скажем так, бездействию республиканских органов власти или как. Потому что многие наши вопросы, проблемные вопросы завязаны, их решение завязано на федеральном уровне. И мы работаем вот с министерствами, ведомствами, с правительством Республики Саха-Якутия, с главой, стараемся отстаивать интересы коренных на федеральном уровне. Но с другой стороны, как уполномоченные, конечно, немало сделано за эти годы. С одной стороны, мы решали вопросы как, то есть я в своей деятельности руководствовался двумя простыми принципами. То есть если проблему, какой-то вопрос конкретного гражданина смотрел, исходя из позиции законодательства, то есть его можно решить или индивидуально, то есть это недоработка каких-то органов, ведомств, каких-то служащих, мы решали это в индивидуальном порядке. Но когда я вижу, что эта проблема касается не одного гражданина, то есть необходимо внесение изменений в нормативно-правовые акты, в законодательство, то тогда, соответственно, другая постановка вопросов, то есть необходимо их решать на системном уровне. И часть вопросов, вот, допустим, если с 2014 года взять, ну, допустим, помните, наверное, как
тогда народные депутаты наши отстаивали вопрос тем, что ежегодно, там, несколько раз в год поднимали вопросы повышения заработной платы оленеводам. Сейчас мы эти вопросы не слышим, потому что первый вопрос, который я изучал в деятельности уполномоченного, как можно решить этот вопрос с тем, чтобы он не поднимался ежегодно. По моей инициативе тогда была создана группа, разработали новую методику, получили поддержку от научных сотрудников. Конечно, сейчас, после ее внедрения, таких вопросов не стало, но вместе с тем опыт использования любой методики показывает, что ее необходимо постоянно совершенствовать. То есть мы сейчас подошли к такому рубежу, что будем дальше совершенствовать этот вопрос. Вот этот же вопрос ставился. В этом году мы ездили на кочевое совещание в Улхан-Чистайский наслег, к оленеводам Улхан-Чистайского наслега Момского района. То есть этот вопрос не снимается. Кроме того, тогда стояли серьезные вопросы по созданию территории традиционного предопользования. И необходимость постоянно отстаивал, может, к сожалению или к счастью, тогда стал вопрос по дальневосточному гектару. И вот тогда люди на местах, люди, в органах власти поняли, что одна из таких возможностей сохранения наших мест традиционного проживания от раздачи дальневосточных гектаров, это как раз является территорией традиционного предопользования. И тогда, при поддержке правительства, при поддержке органов муниципалитетов, то есть были созданы во всех местах проживания территории традиционного проживания. После этого мы ставим вопросы, сейчас до сих пор не решены. Приоритетный доступ к биологическим ресурсам. По охотпромыслу, по охоте, традиционной охоте, есть промежуточное решение, то есть наши представители сейчас получили возможность получить штамп в охотбилеты, в соответствии с которым они могут осуществлять традиционную охоту. Очень тяжело решается вопрос по рыботрадиционному рыболовству. Сейчас в Государственной Думе в первом чтении принят закон о том, чтобы уйти от заявительного принципа. Сейчас любой представитель коренных мышц Севера для того, чтобы осуществлять традиционное рыболовство, он должен подать заявку до 1 сентября, и тогда он получает возможность добывать рыбу в течение года. Это абсурдное немножко положение, и еще при этом отчитываться примерно по таким же критериям, как промышленные компании, которые занимаются промышленным рыболовством. При этом очень много вопросов, конечно, стоит по земельным. То есть земля — основа всей нашей традиционно-хозяйственной деятельности. Конечно, вопрос закрепления земельных участков, вопрос закрепления оленьих пастбищ, вопрос сохранения родных языков. То есть там очень большой пласт. Если что касается родных языков, допустим, я отмечал в своих выступлениях ранее то, что когда в 2014 году я пришел на работу в качестве уполномоченного, у нас было всего 27 учебных заведений, где велось обучение родным языкам. Очень серьезное, очень много совещаний, заседаний было, и тогда к 2018 году нам удалось добиться того, что таких учреждений стало 52. Сейчас, к сожалению, идет процесс в обратном направлении. Это очень тревожная тенденция. По итогам прошлого года было всего 23 образовательных учреждений, где велось обучение родным языкам коренных мышц Севера, что не может тревожить. А с чем это связано? Общие процессы, с одной стороны, как раньше говорили, глобализация. Может быть, не в таком аспекте глобальном, всемирном, но это в любой момент все равно есть превалирующее общество, то есть, которое говорит на русском языке, которое говорит на языке саха. И понятно, с одной стороны, то, что языки, где носителей мало, они будут постепенно вымываться. Но при этом мы должны создать все условия, постараться создать. То есть обучение в образовательных учреждениях, создание каких-то, программного обеспечения, чтобы любой, желающий мог изучить родные языки. То есть вне зависимости от того, учится он в образовательном учреждении или еще где-то. То есть мы должны создавать какой-то контент, мультимедийный контент, в книжном формате, старом, то есть тем, чтобы люди могли читать и видеть произведения, на своих родных языках,
чтобы, с одной стороны, побудить интерес, потому что многие люди старшего поколения, которые сами являются носителями, они не видят, скажем, перспектив, зачем изучать детям родной язык и так далее. И это на самом деле печалит, потому что и сейчас вот есть попытки, сейчас мы в селе Тяня пытаемся организовать, скажем, есть такой метод языковых гнезд, который очень себя хорошо показал там в Новой Зеландии, в Австралии, для возрождения языков коренных народов. Ну и будем следить и потом, возможно, расширять этот опыт. Думается, что делегаты 8-го съезда коренных малочисленных народов Севера Якутии не ошиблись, избрав своим президентом Константина Васильевича Робика. Имея такого знающего, перспективного, креативного руководителя, наша ассоциация и впредь будет работать, не снижая достигнутых результатов, и добьется еще больших успехов в своем дальнейшем развитии.